Rusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Liga Arab tetap bersikap objektif melihat konflik Rusia dan Ukraina. Ucapan terima kasih disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada konferensi pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboulghed dan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry setelah pembicaraan di Moskow baru-baru ini. Kami menjawab banyak pertanyaan teman-teman kami, termasuk tentang prospek penyelesaian situasi saat ini di Ukraina, terutama persyaratan untuk melakukan ini dan itu dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral dan kerjasama kami dengan dunia Arab, negara-negara Timur Tengah, dan Afrika Utara. Hubungan ini tidak dipengaruhi oleh situasi seperti itu, tetapi oleh sanksi Barat yang benar-benar melanggar hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, kata Sergei Lavrov. Mereka memberikan pukulan berat bagi ekonomi global termasuk negara-negara yang mengimpor produk pertanian, pupuk, dan banyak hal lain yang terkait langsung dengan hubungan perdagangan dan investasi yang melibatkan Federasi Rusia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Liga Arab atas keputusan yang dibuat sehubungan dengan dan selama krisis di Ukraina, kata Sergei dikutip Tribun Timur dari media resmi Kementerian Luar Negeri Rusia hari ini. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших гостей, представителей контактной группы Лиги арабских государств, которая была создана в связи с ситуацией на Украине. Мы провели сегодня, я считаю, очень полезный разговор. Мы подробно рассказали о том, как зародилась нынешняя ситуация, как она созревала многие-многие годы в русле линии наших западных соседей на создание из Украины настоящей антироссии, о чем подробно говорил президент Путин. И мы сегодня воспроизвели историю и хронологию этих событий. И, конечно же, объяснили в очередной раз подробно цели той специальной военной операции, которая осуществляется на Украине по решению нашего президента, и ответили на многие вопросы, которые были у наших друзей, в том числе вопросы, которые касаются перспектив урегулирования нынешней ситуации, какие для этого существуют требования и как эта ситуация влияет на наши двусторонние отношения, отношения в целом с арабским миром, со странами Ближнего Востока и Севера Африки. Влияет, конечно, не сама ситуация на эти отношения, влияют те абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно, прежде всего, по мировой экономике, в том числе по странам, которые являются потребителями сельскохозяйственной продукции, удобрений и многого другого, что напрямую связано с торговыми связями, инвестиционными связями с участием Российской Федерации. Мы выразили нашу признательность Лиге арабских государств за те решения, которые она принимала в связи и в ходе украинского кризиса, в том числе решение министерского заседания, пленарного заседания всех членов Лиги арабских государств в первой половине марта, и выразили готовность взаимодействовать и продолжать информировать наших коллег о том, как развивается ситуация, какие есть перспективы достижения поставленных целей. Мы также рассмотрели ситуацию в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, уделили особое внимание палестинской проблеме, которая долгие годы не решается. У нас единая позиция